Обеспечение продовольственной безопасности стало планом номер один в нынешних реалиях, когда наблюдается экономический кризис во всем мире. Именно поэтому Кабинет министров уделяет особое внимание сельскому хозяйству, выращиванию сельскохозяйственных культур на наших пашнях и в целом производству и переработке сельхозпродукции. Об этом заявил позавчера президент, выступая в Джугурку Кенеше. Слава Богу, у нас есть трудолюбивые фермеры. Им нужна только поливная вода, качественные семена, удобрения и льготные кредиты. Мы выделили все средства, которые у нас были, 26 миллиардов сомов. Конечно, этой суммы недостаточно, чтобы обеспечить всех фермеров сразу. Поэтому мы начали уже рассматривать выделение средств на следующий год. На наш взгляд, мы обеспечим всех фермеров через 3-4 года. Конечно, если наша казна была бы полной, то лучше было бы в этом году обеспечить всех фермеров полностью. Но вы знаете нашу ситуацию. Экономика развитых стран не восстановилась. Кстати, о поддержке фермеров страны. Чтобы привести в порядок ирригационные системы в целом, необходимо около 60 миллиардов сомов, которые государство пока не может выделить. Однако с начала года Кабинет министров выделяет средства на восстановление ирригационных систем, очистку каналов и следит за их эффективным использованием. В последние годы нам выделялось по 163 миллиона сомов в год на ремонт и очистку ирригационных систем. В этом году ожидается в 9 раз больше средств, которые нам выдадут в ближайшее время. Соответственно, мы сделаем в 9 раз больше работ, чем в предыдущие годы. Сейчас мы занимаемся чисткой каналов и труб. Они, кстати, с годами приходят в негодность, так как постоянно взаимодействуют с водой. Поэтому проводится и ремонт водопроводных труб. К слову, по всей стране насчитывается около 1 024 000 гектаров поливных земель, лишь 263 000 гектаров из которых имеют гарантированную водоподачу. А полив остальных земель зависит от погодных условий, поэтому важно было уделить внимание развитию сельскохозяйственного сектора. В этом году государство впервые выделило 1 миллиард сомов на улучшение оросительной системы. Все это должно помочь увеличить урожай не только для обеспечения продовольственной безопасности, но и рассмотреть возможность экспорта кыргызской продукции. Потом еще важный такой вопрос, вот из подготовленных продовольственных товаров и другие товары, которые идут на экспорт, уделить первоочередное внимание и притом продавать не только на прежние государства, на которых мы отправляем, а поискать еще другие рынки. В частности, продовольственные товары мы можем поставлять не только в Российскую Федерацию, а просмотреть и возможность арабские государства. Арабы очень хотят там покупать у нас экологически чистые, значит, мясо, в первую очередь, значит, вот ягнятину, баранину, и потом, значит, Китай сейчас собирается, вернее, уже ставит задачу, готов, значит, взять от нас, значит, молоко и мясо, значит, экологически чистое мясо. И тем самым их можно продавать, как говорится, на доллары, с тем, чтобы сглажить вот этот финансовый кризис, который к нам наступает в данный момент. Этот год будет особенным для сельскохозяйственной отрасли еще и потому, что впервые со стороны государства будет уделено особое внимание. В частности, на поддержку сельского хозяйства уже выделено 26 миллиардов сомов. Айзада Урумбаева, Турар Анарбеков, Пирамида.